Сейчас я могу сказать. Сейчас что я делаю? Вот эту работу я заканчиваю. Это история черкесских мамлюков Мухаммада ибн Яса. История черкесских мамлюков. Вот, ну, здесь начало куда-то положу. Это оригинал. Ну, это, да, копия. Вы оригинала. приступили к переводу? Ну да, очень интересно этот. И я вот сижу и думаю, что возьми кто-нибудь, поставь этот фильм. Это был бы самый выдающийся фильм этого столетия. И этот фильм бы получил бы всех бы Оскаров. До такой степени потрясающее описание. То есть это уже готовый сценарий? Абсолютно готовый сценарий. Но на французском языке. А? На французском языке. Ну да, самое главное, автор-то жил с 1448 по 1522 год. Он был современником тех людей, которых описывал, тех историй, которые лицезрел лично. И, кстати сказать, сам он черкес. Наполеон, когда захватил этот Египет, он вывез его труды во Францию, в рукописи. И французы очень активно изучали, вообще тема Леванта, Востока очень популярна была во Франции. Переведены все его работы на французский язык. И теперь сегодня через не арабский, а французский можно спокойно, допустим, мне... Замечательно. Тем более, что он выдающийся ученый историк той далекой эпохи. Представляете, и он автор космографии с очень таким романтическим названием «Аромат цветов чудес света». И когда он закончил эту работу, так же, как и другие работы, допустим, мне очень нравится «Дневник каирского обывателя». Вот, очень интересная работа. Вот. Когда он закончил эту работу, он подписался 2 декабря 1516 года Мухаммад ибн Яс. Хвала Аллаху, что рожден я черкесом. То есть он даже обозначил свою национальность. Замечательно. Такие вещи нельзя пропускать. Великолепно. Вот, ну, очень много там, что еще там. Вот сейчас прямо могу посмотреть, что я люблю перепрыгивать. Меня просто вдохновляет цифра в 7 миллионов страниц, которые существуют у вас, которые собраны вами по черкесской истории. Это у меня. Но есть вещи, покуда еще не дошедшие до меня. Их надо, значит, заполучить. Это то, что позволяет сегодня сделать, не выходя из своего кабинета, благодаря электронному варианту, что дают те или иные библиотеки. Понимаете? отлично. Вот. Ну, вот, допустим... Слов нет, еще? слов нет. Вот, допустим, Тоби, я вам благодарен просто за то, что вы познакомили меня с ним. Вот, допустим, смотрите, на днях я нахожу поэму «Звезда Адыгеи». На стихотворным слогом, значит, Фрэнсис Браун, ирландская поэтесса, в 1844 году опубликовала эту свою самую большую работу, самое большое свое произведение. А самое удивительное, эта поэтесса всю жизнь была слепой. Представляете, в детстве она переболела болезнью, ослепла на всю жизнь. Это, кстати, вы мне рассказывали. Это же поразительная вещь. Вот. И, ну, очень много таких сенсационных вещей. Ну, допустим, вы знаете, что в 1811 году, если вы историки, значит, наверное, знаете, знаменитый Прудский поход Петра, 1711 год. Ну, у нас в учебнике пишется неудачный Прудский поход Петра. А ведь этот знаменитый Прудский поход был связан с очень интересной историей. Вот в этом году Петр I мог бы погибнуть, если бы не безумная любовь султана турецкого к одной черкешенке. И вот эта черкешенка своей красотой и безумной любовью к ней султана Ахмеда III, не ведая того, спасла Петра I от неизбежной смерти. А как это произошло? Неизбежной смерти. Вот. И эта история поведана не только
ну, специалисты знают, Делематре был такой автор, описание поездок, значит, он оставил. Ну и такими выдающимися людьми, как Дмитрий Кантемир, соратник, друг Петра, господарь молдавский. Он в истории Османской империи эту историю рассказал. Вольтер, значит, история Петра Великого и история Карла XII тоже об этой истории поведал. А на русском языке, допустим, мы об этой истории не знали, не знаем. Вот такие вещи, понимаете, встречаются, уникальные. Причем это не вымысел, это реально. Был и Султан Ахмед III, была это и Черкешенко, был и великий визирь такой-то. И вот такие вещи, которые каким-то образом в течение многих десятилетий, а то и столетий просто оказывались нам неизвестными. Понимаете? И таких случаев у меня десятки, сотни. Понимаете, десятки, сотни. Это же интересно. Я бы с удовольствием с вами беседовал бы в течение целого месяца, никуда отсюда из Нальчика не уезжая. И, допустим, вот позавчера детектив показывали о картине Ван Дейка, там, если смотрели. Вот Ван Дейк, великий художник эпохи позднего Возрождения. Вот что с Ван Дейком связано? Он написал портрет Черкешенки, парадный портрет Терезия Шерли. Это Черкешенка, из Малой Кабарды родом. Значит, из Джилахстане? Джилахстане, да. Замечательно. Роберт Шерли, он авантюрного склада аристократ английский, со своими братьями они часто путешествовали, и вот он оказался на службе персидского шаха Аббаса. Ну, в поисках, конечно, и славы, и денег, и титулов, и так далее. И сумел получить у того большое к себе доверие, уважение, одержав несколько побед над турками. Он его отблагодарил всякого рода титулами, деньгами и так далее, а заодно и удал в жены родную племянницу своей супруги, Черкешенку. Представляете, и в 1609 году молодожены даже вернулись в Англию, Терезия Шерли должна была ему родить сына. И крестным отцом этого мальчика стал по настоятельной просьбе самого Роберта Шерли, я даже письмо нашел, его к наследнику английского престола, принцу Уэльскому Генри, стать крестным отцом. Тот согласился, дал мальчику свое имя. А крестной матерью этого мальчика стала царствующая королева Анна. И когда супруги возвратились в Персию, продолжение службы ради, мальчик оставался в королевской семье на обучении, попечении в королевской семье. Вот. И, значит, персидский шах Аббас, он поручил Роберту Шерли с его супругой дипломатические миссии в столице Европы. Они даже побывали в Москве. А будучи в Италии, в Риме, они встретились с Ван Дейком. Тот был потрясен красотой Черкешенки и попросил Роберта Шерли написать этот портрет. Он был написан и стал переломным, кстати, творчество самого Ван Дейка. После этого все царствующие особы Европы почему-то стали заказывать свои портреты именно Ван Дейка. Столь потрясающий был этот портрет. Но потом Роберт Шерли умер, она уехала в Рим. В Рим стала монахиней ордена Кармелита. И, кстати сказать, когда туда перевезла, близ церкви Санта-Мария-де-ла-Скала в Риме, древнейшая церковь в Риме есть христианская, католическая, там она привезла прах умершего своего мужа Роберта и сама была там похоронена через 40 лет. После этого похоронена в этой церкви, и на ее надгробии начертаны слова: дочь черкесского князя, такая-то, амазонка и тому подобное. Почему амазонка? Рассказывала, что во время своего путешествия они пережили нападение на себя разбойников, и один разбойник готов был уже убить Роберта Шерли, но у него сабля выпала из рук. И Терезия Шерли схватила эту саблю, зарубила нападавшего, остальных бандитов принудила к бегству. Так она спасла своего мужа, это было известно в Англии, и ей дали такое прозвище Амазонка, даже вот такое.
О судьбе мальчика могу сказать только одно. Значит, детали, подробности я покуда не нашел, но с именем этого мальчика связано рождение в Англии рода Вашингтонов. И через несколько столетий спустя один из представителей этого рода Вашингтонов станет первым президентом Соединенных Штатов Америки. Представляете? Вот это да. Вот это интересно. Он Вот такие он интересные. перевернет весь мир. Тоби, вы случайно дар речи не теряли? Как вы считаете, вот что это такое? А? Ну что вы. И мы не ценим то, что имеем. Вот наша беда заключается в том, что все великое рядом с нами, а мы не замечаем. Это убогость и нищета мышления. Вот Боже такие мой. люди, это бриллиант. Как мы все похожи на абхазо-адыгские народы. Спасибо вам огромное, Каральбек Ахмедович. Пару слов скажите и вы. А? Ничего не можете. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сюжетов.